планировать. Да. Потому что люди же финансово тоже планируют. Да, конечно. Неожиданно. Для меня лично неожиданно. Для меня тоже вы меня А как мне посмотреть? Начинаем. Радостное событие, да? Начинаем. Ну, правда, под таким хороший такой настрой, такой вчера заряд получили. Какое было мероприятие, огромное. Какие были гости, какая там была обстановка в Иркутске, да? Ну, что сказать, мы впереди планеты всей, наверное, с нашими продуктами. Десятка перепилась. Хороший знак, да? Сама перепилась, хорошо, молодец. Да, вчера увидели производителя, да, нашего директора, нашего Каули Томпсона, теперь новый наш директор нашего БЭПика, производителя самого увидели. Все с таким восторгом говорили, да, они все, просто я по интонации услышала, да, что они все переживали, да, они ни разу в России не были. И с таким трудом. Да, и я даже посмотрела, как в аэропорту, когда они приехали, да, как их встречали. И у них так немножко это, а Андрей Артурович всех давай там обнимать. Они немножко такие были напряженные, зажатые. Это американская да, и получается, и наши такие, Андрей Артурович, да, давай там и всех обнимать. Иди сюда. Я не как будто это. И потом просто, когда еще в аэропорту, и вот Каули, да, он говорит, так встретили, нас так типа обнимали, такой весь в восторге, да. Ну, естественно, и зал как встречал, да. Это что-то было такое феерическое. Как все там было красиво, как их встречали. И потом, когда они уже выступали со сцены, было видно, что люди расслабились, что они почувствовали, что они как будто приехали к себе домой, к своим людям, да, и как, с каким восторгом они рассказывали про все, и с каким восторгом сам производитель рассказывал про свой продукт. Прямо. А он, оказывается, азиат. Гавайец. Он гавайец, что ли? Гавайец. А мне показалось, что Гавайец. в Таиланде. Гавайец. Ну, в Гавайях там очень много азиатов, они все. А я поняла, что он в Таиланде, да? Ну, подожди, Каули Томпсон. Нет, этот производитель самого он азиат. Да, и вот поэтому, ну, это как китайская же, да, получается? Ну, да, провинция, да. И вот, оказывается, все вот отсюда с Азии все произрастает, и он говорит, что я-то ведь вообще приехал как домой, тут же все азиаты, он говорит. Поэтому я-то ведь вообще приехал как будто это. Здравствуйте. Ну что потом? Розыгрыш путевки был, да? Путевку выиграл молодой парень с Иркутска. Тоже такой был восторг. У него даже паспорта нет заграничного, теперь он его сделает. Ну, была, конечно, вообще встреча. Это надо было видеть. И обязательно посмотрите. Кто не видел, получите такую мотивацию, такой заряд получите. Так, ну это все наша академия. Это все наша академия. Успех вместе. И вчера они даже это на русском языке произносили. Это наше название Академии Успех вместе. Действительно, это такой двигатель во главе с нашим Андреем Артуровичем. Наш, как он? Манифестор наш, да? Манифестор, да? Манифестор у нас, да. Вот, и я очень рада, что я в этой команде, и что у нас все впереди, большие перспективы. Самое главное, продукт работает, мы все будем здоровыми, красивыми, и все будем при деньгах. А можно я вас всех поздравляю. Задать вопрос можно, да? Да? А там была какая-то такая научная часть, статистики, не просто вот эти восторги, а как-то вот обоснование, конечно, почему да. этот продукт работает, и до каких пор он работает, до каких границ работает, для кого работает, да, как раз и какая вот научная база ей, такая вот, ну... Да, как раз производитель, вот это, да, производитель вот это как раз все я открывал. И по LF, и по Acceler, и по GreenKids, и по новому продукту, по сыворотке. И как раз там все вот это было сказано. И у нас все это есть сертификат международный для всех стран. Поэтому сейчас мы можем открыто говорить, что наш продукт действительно сертифицированный, и он на самом деле работает, потому что
уже столько результатов у нас, столько подтверждений. И вчера производитель как раз все говорил про то, что про исследование говорил, и про действительно про продукт, что он качественный. Какие-то брошюры изданы, где приведены эти результаты, количество их, и достоверность, и при каких заболеваниях, или там что-то вот, при каких условиях он, короче, работает. Смотрите на меня, да? Да, смотрю. Мы сейчас у нас по продукту еще скажет наш врач, да? Максим Никитич, да, выступит. Я просто вам скажу про себя. Я продукт принимаю уже почти 2 года. Прошла хроническая усталость, это в первую очередь, да, что накапливается с годами. Знаете, что такое хроническая усталость? Когда... Ну, это симптом, который может быть симптомом различных заболеваний, многих заболеваний. Ну, да, хорошо, может быть, как-то немножко с другой точки зрения. Ну, я как простой человек, да, начала принимать этот продукт и сразу почувствовала энергию, да, силы прибавляются, проходит утомляемость. Теперь у меня, значит, что произошло? У меня была в это время, когда я начала принимать, у меня наступила менопауза. И менопауза, знаете, какие симптомы, да, у менопаузы? Сейчас у меня этого ничего нет, чему я очень рада. Волосы у меня сыпались, ногти у меня были вообще, я не могла отрастить ногти. Теперь у меня волосы совсем не падают, да, ногти хорошие, суставы перестали болеть. Вот. Ну, это вот, понимаете, это действительно качество жизни я почувствовала на себе, как оно у меня поменялось, какая я была раньше, да и какая я сейчас. Мой муж также 2 года принимает продукт. У него вообще, я на продукт пошла больше из-за него, как бы я себя, у него больше болезней, чем у меня. Теперь это совершенно другой человек. Он похудел на 16 килограмм, вес на него ушел, да. У него давление было 200, 180, это была норма. Сейчас у него давление самое большое, это 140, очень редко. У него понизился сахар, у него прошли также суставные заболевания. Человек чувствует себя вообще замечательно. Причем мы не то, что вот так голословно говорим, да, мы сдаем анализы, мы как бы все это отслеживаем, свое состояние. Поэтому у нас все действительно есть, все клинические, даже наши даже клинические исследования, которые мы проходим для себя лично. Ну, послушайте нашего доктора. Хорошо, я просто вам хочу сказать, что вы практически здоровый человек. Ну, там усталость, всего понемногу, да. А в случае более серьезных диагнозов, других заболеваний, здесь это все индивидуально или это не 100% что поможет, правильно, да? Нет, это не лекарство. Мы сразу предупреждаем, это не лекарство, это просто клеточное питание. Это просто клетка получает правильное питание. Вот отсюда идет, да, понимаете, мы сами даже не думали, что просто получая правильное питание, да, мы получим такие результаты. Этот продукт мы как бы на себе используем. Сейчас я предоставляю слово нашему врачу. Можно я не буду вставать? Пожалуйста, как хотите, можете так. Да, вот Максим Никитич, он у нас как бы может с точки зрения, да, медицинской даже вот, объяснить, как капсула, как это питание действует на наш человеческий организм. организм. Это вы хотелось бы, раз вы были на онлайн-презентации, ее слушали, что вот эти самые авторы этой компании, они что сказали новое и обоснование своего продукта? Это хотелось бы знать. Ну, сегодня будет продолжение. Вы можете зайти сегодня в академию. Я вам предлагаю зайти в академию. Покажете, да, как зайти? Да, мы вам все покажем. Вы зайдете в нашу академию, да, и вы там узнаете и услышите больше, нежели чем мы сейчас вам расскажем. Там будет очень все доступно и много чего интересного. Можете много чего узнать. Спасибо. А так вообще вот наш сертификат международный. Я рад, что у нас новые люди появились. Пожалуйста, возьмите. Чуть не сказал многие. Но я еще не Я с Сафроном Даниловым, профессор СФУ, но я не доктор зарегистрирована. философских наук, так что все Да вы не не беспокойтесь, Елена Михайловна, по поводу таких вопросов. Это нормальные вопросы. Нет, это нормально, я не беспокоюсь. Нет, бывает, что немножко смущение вызывает такие вопросы, поэтому... Да мы уже привыкли. Да, поэтому... Все, я вас... Да. Я там не первый раз. Ручки можно? Видите? Я вас... Можете всегда подсесть. Не надо... Вот когда вот такой страх, да, это закрытость на самом деле. То есть человек боится новой информации. Мы все боимся перемен. Это нормально, да? То есть наше подсознание, наш рептильный мозг, вообще мозг человека устроен
по принципу сбережения нашего тела, да? То есть, в принципе, в процессе эволюции наш мозг запасает. Как было 50 тысяч лет назад наше устройство мозга, оно так и не осталось. А вот представляете, да, мир настолько изменился за последние годы, а мозг остался таким же. Как думаете, мозг испытывает какой-то дискомфорт? Наверное, испытывает, да? Поэтому на сегодняшний день у нас очень много стресса, очень много депрессий, очень много когнитивных нарушений, ну, то есть по поводу. То есть мозг, по сути, как будто бы не выдерживает, да? Но на самом деле наш мозг настолько сложно устроен, что он, по сути, мозга можно сравнить с компьютером. Я, наверное, как бы не совру, потому что есть такая наука, нейрофизиология называется, которая занимается возможности мозга, самого мозга, и наука только подошла. Например, сам научный человек, естественно, все воспринимает, ну я так предполагаю, что она воспринимает через призму научных исследований, научного подхода. И это правильно на самом деле, потому что действительно серьезные разработки должны быть основаны только на научных разработках. Все это, естественно, должно изучаться сначала на уровне экспериментов, не на людях, да, имеется в виду. Ну, в медицине как у нас принято, да? Вчера я вот немножко поделился из событий своей жизни. Вчера меня пригласили в Медицинский научный центр в очередной раз. Ну, у них есть такая привычка периодически приглашать на обсуждение тех новых проектов, новых направлений. И в Якутском научном центре комплексных медицинских проблем, он существует давно, повернулись лицом к народной медицине. Представляете? Так и было заявлено. Создается центр изучения методов народной медицины. Так, Это внутри научного центра. так раньше не было. Причем будут приглашаться ведущие экстрасенсы, народные целители, шаманы. Будет изучаться, их сейчас будем разрабатывать маршрутизацию определенную, да, как это внедрить в систему официальной медицины. Знаю. Надо отсюда выйти, однако это плохо слышно, оказывается. Ну там официальная медицина, естественно, чем дальше, тем у нас как бы творчества для врачей фактически нету. Мы подходим к американской системе здравоохранения. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. То есть, по сути, я работаю в гериатрии, я не могу применить никаких дополнительных методов лечения. Иначе меня уволят за несоответствие должности. Я об этом вам много раз рассказывал, что даже вот эти мои выступления уже крамольный подход ко мне. Естественно, я некоторый дискомфорт испытываю в отношении и на работе, и в отношении коллег, но просто мне так повезло, что 20-летний мой опыт практически в официальной медицине позволяет мне заниматься и дополнительно. То есть я имею полное право, я считаю, что за плечами опыт официальной медицины, причем в медицине интенсивной, экстремальной. В принципе, я во всех областях поработал, начиная с педиатрии, заканчивая, продолжая акушерством, заканчивая стариками сейчас. Может быть, финал, я не знаю. Жизнь очень интересная, что мы каждый день делаем открытие. Да? И вот представляете, насколько у нас мир сейчас меняется. Каждый день делаем какие-то открытия. Мало того, что вот уже медицина, ну я не скажу, что официальная медицина, но научная медицина уже поворачивается лицом к народной мудрости, к тому, что накопило наши предки. Это природные средства, это природные факторы, солнце, воздух и вода, да? Наши лучшие друзья, плюс лекарственные травы. То есть сейчас вообще народ начинает понимать, каждый человек начинает понимать, что в принципе фармакологический подход нашей официальной медицины это тупиковый путь. Но тем не менее, да, на сегодняшний день, к сожалению, у нас медицинская наука работает только в пределах фармакологических средств и препаратов. Поэтому очень трудно ответить на вопрос, вот Вера Сафронова, которую она задала, да, есть ли клинические исследования, потому что каждый, предположим, ну вот смотрите, да, разрабатывается новый фармакологический препарат. Он проходит примерно 15-20-летний путь от момента разработки до тиражирования. Путь очень долгий, путь очень финансово емкий. Причем
там есть понятие научно, с точки зрения доказательной медицины. Сейчас мои коллеги очень любят, более-менее продвинутые, применять термин доказательной медицины. До 10 лет назад, когда мне предлагали должность главного клинического фармаколога, мне предлагали, я не скрываю, когда уезжал в Москву, моя наставница Ирина Анатольевна Тропова, мне предлагали должность главного клинического фармаколога. Ну, сейчас клинические фармакологи есть в каждой больнице. Тогда мы были только мы, нас было только двое фактически. Но я вначале согласился по дурости, потом просто мое нутро стало сопротивляться, потому что я знал свой путь, я знал свое предназначение, призвание, и предполагал, что это вразрез пойдет с моими убеждениями. Я всегда знал, что на таблетках, на химических препаратах, вообще вот на всей фармакологии это далеко не уедешь. Но я абсолютно искренне, без сомнений верил в доказательную медицину 10 лет назад. Я верил, что те препараты, которые с клиническими исследованиями, там есть еще несколько уровней доказательности, 4 уровня. Последний уровень это метаанализ. Это то есть бесспорный препарат, который обладает бесспорным эффектом. То есть он якобы вызывает излечение больного. Сейчас я совсем другого мнения, абсолютно. Потому что наш мир заточен 95%, ну может быть чуть меньше, под деньги, зарабатывание денег. То есть это настолько мощные корпоративные интересы транснациональные, фармакологических компаний. Причем они настолько там сеть развитая, причем многие научно-исследовательские институты медицинские работают на гранты тех же фармакологических компаний. Как думаете, у них клинические исследования будут соответствующие? Или как? Ну, вы поняли, да? То есть и здесь, оказывается, свинья зарыта. Собака. Собаку я выкопал, можно сказать. Для себя, по крайней мере. Я не говорю, вот, выкапывайте, вот это и есть истина, да? Я для себя, и когда говорят, что, к сожалению, когда человек поступает в стационар, ну вот, я в гериатрии работаю, поэтому знаю, что возрастные люди, у них много очень запущенных заболеваний, естественно, они поступают на 10-14 дней, такой период. Как думаете, за 14 дней что-то у него изменится? Нет, конечно. Нет. Мы вызываем мнимое улучшение, потому что убираем симптомы, не трогая причин. И человек как бы кругами ходит, да? Поступает, выписывается, поступает, выписывается. Причем те препараты, которые ты при выписке назначишь, те же фармакологические, которые убирают те же только симптомы, следствия, они мало того, что они дома принимают через пельколону, хотя бы если принимали бы регулярно, да, естественно, старые люди, они забывают, бывает такое, а следить тоже некому. Но даже если бы они это регулярно принимали, вряд ли что это уже меняется. То есть получается замкнутый круг. Наша медицина сегодняшняя это замкнутый круг. Назначаем таблетки, якобы есть там некоторые постулаты, что там тот же аспирин в разных формах, он продляет жизнь, уменьшает там вероятность травмообразования и прочее, да. Но статистика доказывает обратное. Был у Брежнева личный врач, наверное, про Чазова все слышали, наш знаменитый кардиолог Чазов. 20 лет назад на Всемирной организации здравоохранения он выступил по поводу тупиковой ситуации в кардиологии, по поводу увеличения количества сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на то, что каждый год разрабатываются все новые и новые препараты, все изощреннее, все комбинирование, все пролонгирование. Одну таблетку принял 224 часа, да? Лень же нам всем, да, сидеть, да? 3 раза в день, да? Как в 70-80-е годы, советские препараты. 3 раза в день. Но советская медицина по-другому была устроена немножко. Не немножко, а вообще кардинально. А на сегодняшний день мы получили вот то, что получили. Разрабатывается каждый год препаратов множество, но при этом статистика очень печальная. До сих пор летальность на первом месте альцгеймера, на втором месте онкология. Онкология это вообще отдельно, если про нее разговаривать. Я только вот сердечно-сосудистую тронул, да? Количество увеличивается.
увеличивается количество смертей. А вот говорят, да, ну продолжительность жизни все-таки увеличилась, да? Я не спорю. Но продолжительность жизни увеличилась не благодаря фармакологии, а благодаря все-таки повышению качества жизни. Все-таки мы не в 19 веке, да? Мы, якуты, жили на выживании из 10 детей, один ребенок оставался железный ребенок, конечно, он доживал. Но благодаря тому, что мы сейчас выхаживаем полукилограммов детей, у нас, естественно, прирост населения идет, как бы, да? И эти дети выживают, и потом, естественно, эти дети становятся больными. Они пополняют ряд хронических больных. И потом что мы получаем, да? Как будто бы прирост населения, как будто бы нас больше, да? Но умирает больше, опять же. Естественно, убыль идет больше. То есть сейчас умирает больше, чем рождается. Об этом умалчивается в официальных средствах. К сожалению. Это печально. На самом деле прирост населения должно рождаться больше, чем умирает. На сегодня умирает больше, чем рождается. Причем от сердечно-сосудистых заболеваний и от онкологии. Ну, на третьем месте там насильственные смерти, отравления, я это не трогаю. Это... Но все равно, да? Вот просто надо подумать об этом, да? Прежде чем вот, спрашивать такие вещи по поводу... Да, зато все эти наши таблетки, все эти внутривенные препараты, кстати говоря, с 2020 года внедряется закон маркировки, будет маршрутизация, опять же, препарата. То есть купил, ну, этот, вы же знаете, да, что вот, сейчас будет чипирование. Слышали, да, про чипирование? Нас цифруют. Нет, кстати говоря, по поводу чипирования отдельный. Можете отказаться. Но если вы зачипируетесь, да, про вас все не узнать. Понятно. Это уже не очень. Но также вот лекарства. Купили какую-то таблетку, и она уже она прям, ну, как алкогольные напитки, да, получается. Как сейчас акцизные продукты же есть, алкогольные. Так и будет за лекарствами. Таблетку купил из аптеки, там прямо в центральной туда базу информация ушла, кому продали, тоже ушла. Все. Мы даже таблетку тихомолку не сможем. Вот какой-то вот патологический контроль идет у всех. Потом смотрите, да? Ну понятно, да, что даже доказательная медицина не дает гарантии, что препарат безопасен, что, ну просто это называется, можно сказать, даже лицензия на убийство есть у государства. У всех государств есть лицензия на убийство. И я знаю, насколько это побочный эффект, потому что недавно при мне пациентка умерла от анафилактического шока при внутрикожном введении антибиотика. Но это считается в пределах разумного. То есть эти смерти заранее уже заложены в статистику данного препарата. От 1 до 3% анафилактических шоков. А анафилактический шок, конечно, до 5% может быть смертность. Но оно пишется очень мелким шрифтом, но обязательно в инструкции. Возможно, летальный исход. Никто как бы этому не обращает внимания. Как? Обращаем. Ну, обращаем. Это осознанные люди может обращать внимание. То есть, в принципе, уже в препарате заложено определенный процент смертности. Возможно, остановка. Причем у всех препаратов фармакологических. Потому что любой фармакологический препарат с доказанной эффективностью очень грубо вмешивается в обмен веществ нашего организма. Я даже не говорю про психотропные, которые применяют психиатры. У нас психиатрия основана только Гульнура позже жестко обломал, публично, да? Я жизни не так нельзя, конечно. Ну просто меня это так тронуло. Вот, когда что-то не нравится, да, надо искать в себе причину. Да? Значит, у тебя что-то там больше проносить внутри, если тебе это не нравится. Меня просто, вот я рассказал, у меня друг умер, да? Из-за лечения психиатра. Поэтому сейчас молчу про это. Нет, молчать не надо говорить уже. Если бы ты тогда не подняла бы тему, со мной не поспорила, я бы не задумался бы и не рассказал бы других. Поэтому надо говорить. Не надо молчать. Молчу. Вот, поэтому, клеточное питание и любые БАДы, это в принципе одно и то же на самом деле. Но просто мы отходим от термина БАД из-за того, что мы идем на поводу населения. У неосознанного населения, которое только применяет фармакологические препараты. И наша официальная медицина против БАДов. Она крайне против БАДов, хотя некоторые БАДы даже входят в фармакопеи. И они с доказанной эффективностью. Их применяют даже в стационарах. И их даже, я не буду говорить неэтично, да, у нас просто свое критичное питание, да, но есть такие БАДы, которые официально вошли, и наши коллеги даже не подозревают, что это банальные БАДы, которые позволили их величество фармакологии в
пустить на свое поле деятельности. Но их очень мало. Их можно пересчитать на пальцах одной руки. Поэтому, как думаете, если клеточное питание или некоторые БАДы намного эффективнее, намного безопаснее и вообще неэтично говорить, что клеточное питание применяется у больных? Мы не больными занимаемся. Мы не больными занимаемся. Клеточное питание это не для больных. Это для того, чтобы не стать больным. Это для того, чтобы не попасть в поле зрения фармакологии и официальной медицины, которая нас залечит. Я как самый ярый член официальной медицины имею право. Я вас залечу. Поступите ко мне в больницу, я вам назначу фармакологические препараты с доказанной эффективностью. Потому что я пока не хочу, чтобы меня уволили. Но я вам назначу, потому что этого требуют стандарты, приказы. Многие нами управляет Минздрав, научно-исследовательские институты, которые опять же под эти фармакологические корпорации работают. Да? И я получаюсь тоже маленький винтик фармакологических корпораций. То есть мне, раньше стыдно было, да? Но я сам выбрал свою специальность, поэтому меня одно утешает. Я после работы могу пойти и рассказывать другому. Поэтому это как бы у меня одно время чуть шизофрения случилось из-за этого. Я двойную жизнь уже не могу жить, да? Но при этом, так как я все-таки представитель экстренной медицины, да, я работаю в реанимации, я реаниматолог. И там применение фармакологических препаратов оправдано на 100%. Но это единственная область, где это оправдано, потому что там выбора нет. Там или ты вытащишь с того света человека, или не вытащишь без фармакологов никак, потому что там идет тяжелая артиллерия. Да? Кувалдой не поработаешь, больной не выживет. Клеточным питанием там, конечно, можно немножко. Но там у нас электрошоки, искусственная вентиляция легких, там, чего только нет. При остановке сердца сначала приходной удар, знаете, как уверяешь по груди. А у нас же открытая реанимация, единственная в республике. Бедным родственникам кажется, они бьют больного! Если не пожалуйста, не удивляйтесь. Нашему папе стало плохо, доктор подошел, стал его бить. Просто так выглядит. Сейчас очень нехорошая тенденция, конечно, в медицине, да, то есть. Скорая не доехала, да? Скорая долго ехала. Бедный мужик умер. Я ничего не говорю, да, я уважительно отношусь к любым смертям, да? Потому что действительно это горе для близких. Но никто же не задумывается над тем, а какой жизнью этот толстый мужчина жил до этого. Что он жрал, что он пил, что у него давление под 200 было 10 лет. Нет, скорая же не доехала. Ё-моё. Скорая виновата в смерти мужика этого, толстого, покойного, прости меня. И вот перекладывание ответственности, да, вечное, да, то есть мое здоровье это когда наша уважаемая министр Скворцова говорит о том, что благодаря модернизации здравоохранения продолжительность жизни увеличилась россиян, это такой бред, поверьте мне. Уже давным-давно даже Всемирная организация здравоохранения все это толдычится 50 лет, что продолжительность жизни населения зависит только на 7, в развитых странах на 10% от здравоохранения, от больниц, от врачей. Только на 10, это только в очень развитых странах, где там космические технологии применяются, Япония, Германия, Норвегия. А в остальных странах на 7 может быть. У нас может даже меньше. Поэтому, это смешно. Это у нас государство сознательно нас оболванивает. Как, естественно, все шишки на здравоохранение, на врачей. Я понимаю. Население в этом не виновато. Населению нам всем внушается, что от здравоохранения. И люди бегут в поликлиники, в больницы, бедные думают, что у них продолжительность жизни увеличится, если не зайдут в поликлинику. Кто был в поликлинике в последний раз? Поднимите руки. Я на медосмотре был. Я специально, у меня была возможность, я же была просто, да? У меня была возможность, все это, как обычно там, отправляешься в санкнижку и быстро это все делать, все же знакомые, коллеги. А тут я из вредных, я такой вредный, пошел как этот рядовой
И у меня ушло на медосмотр неделя. Бедные люди, эти очереди, а якобы электронного, что-то там. Причем сейчас подушевое финансирование, что это означает, да? Это означает, что чем больше населения обслуживает поликлиника, тем больше денег им и как поликлиника выделяется, а чем меньше обращения этого населения, тем больше денег остается в этой поликлинике. И вот они нахапали, значит, я не скажу, какая поликлиника, не буду никого позорить. Нахапали, значит, население у них было 4000 населения, сейчас 9, Нового года 12. И у них уже очереди, нифига ничего не организовано. Люди, прошу прощения, срутся друг с другом. Не так жалко людей стало. Это ужас. Отекшие, толстые. Из-за там, ну я не скажу, но вы же понимаете, мы же уже не такие же. Поэтому как-то вот. Я как окунулся в какой-то жуткий мир бессознательной жизни. Люди, которые жрут, что попало, друг с другом там конфликтуют. Ну зачем? Зачем тратить свою энергию впустую? Только за то, чтобы не попал или кто-то вперед тебя залез. И они там бедные стоят, сидят с тросточками, там, с потухшими взглядами. Это ужас. Это ужас. Как хорошо, что так мало людей ходить стало. Ну, по крайней мере, из нас тех. Поэтому, понимаете, вот я не говорю, что официальная медицина плохо, да? К сожалению, другой системы у нас нет. Поэтому, ну просто мы должны пробудить в себе осознанность того, что здоровье это только наша ответственность. Никто за нас не... Ну, как и в жизни, по сути, да? Вот ты, Гуля, говоришь, что я уехала? Я боюсь страха. Он как свой, я боюсь страха. Боюсь страха. Надо сказать, страшно. Боюсь страха вообще. До такой степени, оказывается. Поэтому, вот смотри, мы очень быстро привыкаем к тому, что за нас кто-то принимает решение, да? Якобы кто-то несет, это же все иллюзия. Никто за нас проживать нашу жизнь не будет. Никто за нас нести ответственность за наше здоровье не будет. Там здравоохранение, хоть оно, хоть там вот это все. Причем у нас как построено здравоохранение сейчас, да? Есть понятие, например, вот хирургические корпуса, в хирургических клиниках, хирургическая активность. Ну, то есть, опять же, вот это наше экономическое целесообразное здравоохранение, да? Чем больше операций делает отделение, тем больше денег выделяется клинике. Как думаете? Клиника будет отговаривать человека от хирургического вмешательства и более относиться бережнее? Нет, конечно. Нет, конечно. Маленький вот камешек появился, который, может быть, и растворился бы сам в желчном пузыре, да? Нет, надо вырезать желчный пузырь. Но ведь лишних органов-то у нас не бывает. Не, ну показания же бывают. Да, это показания. Вот такой маленький шарик, который можно безоперативным путем растворить. Есть такие методы. Но в официальной медицине таких методов нет. Да, это показания. 5 миллиметров камешек на операцию. Потому что это очень много. Это наркоз, это анестезиолог, это хирург, это лапароскопия. Показания все вырезать. Да, это показания. Малейшее образование вырезать. Киста вырезать. Узел, биопсия. В лучшем случае не вырежет, просто посмотрит, что там. Но ты тронул уже это образование. Если ты тронул, организм среагирует. Но почему у нас эти кисты, новообразования, узелки образуются? Почему они образуются? Кто-нибудь объясняет это? Из-за паразитов могут быть. Забудь. Повесить по первому столбу. В официальной медицине паразитов нет. Это в советское время был институт паразитологии. Потому что, вот, кстати говоря, вот сейчас те методы, которые вот новые альтернативные, да, это не новые альтернативные. Это методы, которые были разработаны советской медицинской наукой в 60-х, 70-х годах, были разработаны эти все аппараты. И которые после развала Союза в 90-м году сохранили частные компании. И они это как бы преподносят как новые. Ну, молодцы, хоть что-то сохранили, да? Но этих институтов была целая сеть НИИ паразитологии в советское время. Это оттуда пошло вот это, у всех паразит на самом деле. Да, у всех. Мы все люди. Мы живем в обмене с живым миром. У нас не может не быть паразитов, потому что это симбиоз. Часть паразитов даже помогает выживать, как ни странно. Да, но сейчас вот мы новую систему здравоохранения не организовали, да, но зато взяли стандарты западные. Взяли лекарства с Запада, с Америки, нахватали всего этого, а система-то не изменилась. Вот в чем трагедия этого. Поэтому вот это
У меня друг есть, Юрий Андреевич Воробьев, бывший главный гематолог. Ну, он был ликвидатором, там, может быть, слышали, он ликвидатором в Чернобыле, там очень много профессор, очень умный мужик. Ну, он, как всегда, аутсайдер, такие умные у нас вне системы. Система не принимает умных. Но он, слава богу, продолжает многим давать очень большие знания, слава богу, его обратно взяли в НИИ новые, сейчас он руководитель московского. И по поводу вот клинических исследований, да, естественно, вот эти клеточные технологии новые применения, да, вот эти наши, те же наши капсулы, да, я просто одно скажу для успокоения, да, для тех, которые спрашивают про клинические исследования. В Америке есть агентство по надзору за продовольственными продуктами, фармакологическими препаратами и сельским хозяйством. Ну, то есть у них все это в одно объединено. Это все одно, да. Но это агентство, это самое страшное агентство, это как церковь. Получить, войти в реестр этого агентства, да, это, ну, нужно большие деньги иметь, большие, ну, может быть, связи, ну и плюс продукт должен быть, естественно, действительно качественный. То есть там надзор мощный. Вот там эти БАДы в супермаркетах продаются прямо. Пошел. Нет, ну я просто скажу, в реестр этого агентства и входят наши продукции. Все. Да, вот, То есть люди продают, понимают, если в это агентство, в реестр этого агентства входят, все фармпрепараты американские входят в это же агентство. Поймите. То есть мы говорим, что требования к фармпрепаратам высочайшие, но одновременно это агентство иногда даже выкидывает некоторые фармкомпании. Поэтому одно то, что в это агентство, я не знаю, почему они это только сейчас озвучили, это уже другой разговор, да? Помнишь, да? Это все, да. Что это То там? есть это завуалировано, Да, специально что все за было интриги, сделано. там были детский сад, Да, да. золотой петушок, да? Да, да. Скрывали эти сертификаты, лицензии. Ну зачем? Все же висело на сайте, все, оказывается, было. Все, И слава богу, люди интуитивно пошли и стали потреблять. все обновили 2019 год. Да. Поэтому у нас в России, да, немножко другая система апробации и внедрения новых форм лекарственных форм, БАДов, клеточное питание. Это очень сложный путь, на самом деле. И на самом деле у нас не стандартизировано абсолютно это все. Через пень-колоду, это через этический комитет сначала проходить, потом очень сложный путь. Практически очень многие хорошие, я очень со многими разработчиками знаком, тех же БАДов и клеточное питание в России, у нас очень неплохие есть разработки собственные. Даже, может быть, лучше есть у нас. Но наша система это все зарубает в самом начале. Потому что Невыгодно. у нас очень сильная коррумпированная система, которую выгодно закупать на миллиарды долларов фармпрепараты за границей. Сейчас только мы сейчас в рамках санкций задумались над импортозамещением якобы, да? Но извините меня, качественный американский препарат или британский высочайшей очистки по стандартам GMP, по которым производится и наше клеточное питание. Его не сравнить с нашими, потому что мы с 90-го года так и не развили свою фармакологию. Единственный, кто более-менее соответствовал GMP и мировым стандартам, это был бренд Салов. Помните, у нас был такой, по попе там ударял свою жену, хвастался своими богатствами. Несмотря на его вот это поведение такое эпатажное, да, он был молодец большой. Он единственную фармкомпанию, соответствующую американским, не хуже американских, европейских, организовал. Но что случилось? Это зависть, это рейдерский захват случился, и ему сказали, мы тебя или убьем, или все, уходи из бизнеса. Все, просрали единственную фармкомпанию. А весь народ ржет, он же типа на конюшне свою жену типа по попе хлопал. Только это и осталось на воспоминании. На самом деле я работал его препаратом и знаю. Все. А все остальное, что сейчас у нас якобы те же аналоги, так называемые дженерики, тех же фармпрепаратов, да, они в разы хуже и по очистке, они вызывают аллергические реакции много чаще. Они не действуют на больного. Я знаю, как эти препараты работают. Мои коллеги подтвердят, просто не говорят, потому что им по шапкам будут. Это я вот по истине выхожу. Ой, я что-то из Ладно, иногда свои эго надо потешить. Вот.
Поэтому это очень сложный вопрос по поводу клинических испытаний, доказанный эффект, недоказанный эффект, да, вот. Но то, что вот уже есть разрешение, да, по этим, да, это уже, я считаю, что мы можем смело рекомендовать. Причем, смотрите, да, недавно я у себя обнаружил страх того, что когда мне сказали, что ты провел там, ну, там несколько вебинаров было, да, которые, оказывается, распространились в интернете, да, меня недавно ужас охватил, когда мне одна тетка сказала, что слушай, твоему мнению же прислушиваются. Если ты скажешь принимать, они будут принимать. Если ты скажешь не принимать, они не будут принимать. Мне страшно стало. Реально. Понимаете? Потому что я вот представил картину, да? Ну вот. Значит, какая-нибудь тетенька, которая жрет, что попало, сидит на таблетках из 5 групп, вся хронически больная, толстая, ну, можете представить, да? С высоким сахаром, может, она еще ходит на инсулинчество, да? Увидела мой вебинар, начала принимать капсулы. Потом у нее резко упал сахар, какое-то там осложнение, непонятно от чего, может, и не из-за капсулы, может, взаимодействие с препаратом, может, что-то съела. Ее увезла скорая, да, предположим, в больницу, да? И она в больнице рассказывает, а я выпила клеточное питание, и стало плохо. А кто вам рекомендовал? Посмотрела вебинар, там доктор Архипов рекомендовал. Все. Понимаете? Я о чем хочу сказать. Это говорит о том, что мы опять же не берем на себя полную ответственность. Нам намного легче сослаться на какого-то там мониторе сидит Архипов, да, что-то там рекомендует, да? Он же мне сказал же, а мне плохо. Это, знаете, как испанский стыд, да? Вот у нас как там было недавно? Бугая, да, тут красные трусы показывали, да? Да? Помните же, да? А Алена Утай, знаете, хаусистка же есть такая? Она из Британии пишет, почему стыдно мне, а показывает трусы она? Это тоже неправильно с ее стороны. Что стыдиться? Трусы же не ее же, не Алена же, правильно? И поэтому... А сейчас мне уже, это не моя, я уже, оказывается, сознательно не был готов, не был страха многим, я не буду заниматься этим. Вот человек потом будет говорить, что я рекомендовал, и им плохо стало. Все равно кому-то будет плохо, поверьте мне. Если даже от фармпрепаратов умирает намного больше. Умирают, но они официально умирают. Есть на процент летальности лицензии разрешения клинических исследований. Что столько такой процент должен умереть. Да, даже многих препаратов изначально задумать. А вот клеточные питания и еще, да, принимает несколько групп этих ядов под названием фармакологические препараты, да, люди спрашивают, ой, клеточное питание вызывает зависимость. Наверное, туда добавляют наркотики. Да. О, вообще. Это просто вот настолько вот бессознательное состояние у людей, да. Но меня одно успокаивает. Как только мы начинаем, вот смотрите, да, для того, чтобы, вот мы все осознанные все-таки, да, так приятно общаться с осознанными, в том смысле, что меньше, не то, что вопросов нету, да, вопросов в точку. Обычно, когда ты общаешься с людьми открытыми, новой информации, у которых уже энергии достаточно, у которых уже нет болезней, половина уже ушло, да, которые уже знают полную свою ответственность за свое здоровье, они знают, чего хотят. У них нормальный путь, и они радуются каждому дню, и каждый день это открытие, да? И они задают обычно точные вопросы. И вот такие вот. Ну, обычно, когда человек только приходит в нашу компанию, конечно, у него шок. И кажется, что секта. И раньше меня обижало слово секта. А сейчас не обижает. Я говорю, да, секта. У нас секта здоровых, осознанных людей, которые наслаждаются общением друг с другом. А куда ты пойдешь еще? В поликлинику, что ли, тужишь? Секта больных. Да, там секта больных. Там не сидят. Ой, Сказал, ты в секту у ходишь. меня спина давно болит. Да, у меня вот это. Вот. И здесь такие наслаждения, как ты знаешь. А у нас другое же обсуждение. Мы другое обсуждаем. Мы обсуждаем, как нам стало лучше, а не испытания новых препаратов. И хуже тоже может быть. Потому что и выздоровление без обострения не может быть. Некоторые спорят, что выздоровление должно быть без обострения. Но извините меня, оплата должна быть. Если мы болели годами и хотим за несколько месяцев даже, это чудо на самом деле.
И оно должно пройти через обострение, потому что очистили. И вот смотрите, да, когда мы, вот есть понятие пробужденности. Я уже как с этим видите. Вот мозг у нас, я говорил, да, не изменил. По сути, у нас мозг не эволюционировал последние 50 тысяч лет. А у нас такой скачок эволюционный за последние буквально 20 лет. Вы 20 лет раз не читали, вот что у нас такие телефоны, вот, у всех такие пальчики душевые. Думать не могли. Сказали бы. Сказала, пальчики шаловые. А сейчас пальчики у всех прямо. Независимо от возраста. Что-то не артрита, не артроза. Вот я вообще их ребенок не успел родиться, а он уже прямо это. Вот ребенок, вот детям нельзя давать. Да, Это нельзя. как сладкое. Да. Сладкое детям до 5 лет нельзя. Наш главный педиатр об этом говорит, который я очень уважаю. До 5 лет сладкое нельзя. Чего ты это? Потому что имплантинг. Ребенок что получает в детстве, да, оно сохраняется по жизни. И вот капсулы, чтобы вот пробужденность, осознанность, каждый день какое-то просветление идет, да, то есть мы берем полностью ответственность за себя. Это же отражается на всех уровнях жизни, на самом деле, да. И когда говорят, что самый ценный ресурс это время, я согласен, но это не самый ценный ресурс, это, наверное, на втором месте, да. Но без здоровья тебе время нужно. Да, когда тебе выставляют неизлечимое заболевание, говорят, тебе осталось полгода жить, время очень ценно. Ну, можно даже заранее заценить, продлить свое время. А как мы можем увеличить свое время? Только благодаря здоровью. То есть, получается, время тянется за здоровьем. Если у нас будет здоровье, у нас будет и время, и которое мы будем ценить уже, соответственно. Хотя нужно жить, и надо, как будто нам осталось даже не полгода, месяц нужно. Тогда мы будем максимально в ресурсном состоянии. А нам кажется, что мы вечно пришли в этот мир. Особенно с капсулами, да, шутка. Вот. И капсулы все-таки дают возможность, они дают энергию. Причем не такое, вот смотрите, да, оказывается, я вот тоже несколько лет назад для себя открытие сделал. Кофе. Вот продают же кофе, да, зерна, кофе, не важно, что за, ну, продукт из кофе, да, сделан, из зерен кофе, да. Оказывается, кофе самый прибыльный бизнес из всех. Даже не наркотики, не фарм, не продажа оружия. Все это подожди. Кофе. 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 Почему? Потому что кофе, я считаю, что идет подсадка человечества на кофе. Это как бы образ жизни в стиле кофе, да? Нам внушили, чуть ли не с детства, что с утра мы должны начать свою жизнь с кофе. Человек начинает пить кофе, якобы кофе дает какую-то энергию, хотя он вообще ничего не дает, тем более сейчас настоящего кофе, а варить лей, с какой-то сублимацией используют. Это кофе нам ничего не дает на самом деле, оно вызывает только обезвоживание, потому что кофе относится к гистаминным либераторам. Он еще аллергизирует. Гистаминные либераторы это что? Вещества, которые обезвоживают организм. А обезвоженный мозг перестает думать. А еще кофе очень сильно закисляет организм. Поэтому, если очень хотите пить кофе, пожалуйста, привыкайте пить его после обеда. Потому что после обеда у нас организм не так закисленный. Утром он очень закисленный. И если мы употребляем кофе, мало того, что мы обезвоживаем свой организм, мы еще и больше закисляем и оболваниваем свой мозг. Поэтому это очень хитрый, оказывается, бизнес кофе, да? И человек подсаживается на это кофе. Он приятное оболванивание получает. Да? Выпью кофе, это как алкоголь, по сути. С утра выпил, весь день свободен. По сути, он ничем не отличается абсолютно. А вместо этого, если мы пьем наши капсулы, где содержится, конечно, тот же кофеин, но он совершенно другой форме. Помните, мы, Жаргала еще часто рассказывает, да, о формах витаминов. Есть молекулы витаминов, да? Молекулы витаминов. Ну, витамин С, например, который производится в аптеках, ну, фармкомпании, который продается в аптеках. Мы же все знаем, да, аскорбинку. Вкусная же. Кушали, да? Кушали все аскорбинку. Да? И все мы знаем, что аскорбинка полезна, что это антиоксидант, что без аскорбинки у нас ни один процесс
не происходит в организме. Да? И поджелудочную железу садит. И вот эта аскорбинка, оказывается, та аскорбинка, которая содержится во фруктах и овощах, и та аскорбинка, которая содержится, у нас оказывается совсем другое. Есть так называемые изомеры, да? Ну вот, предположим, вот аскорбинка природная, да? Такая, ну, предположим, да? Вот это природная, она содержится в лимоне. А вот такая аскорбинка, она производится искусственно. Это вам в аптеке будет такую слушать, да? Но это окоаскорбиновая кислота. То есть наоборот, вот это искусственное, вот это естественное. А вот у клетки есть рецептор, а у рецептора вот такая форма, как бы выемка, да? Куда ложится молекула, вот эта клетка. И вот эта молекула природной аскорбинки подходит в клетку, клетка распознает ее, как ключ к замку, да? Это рецептор клетки. Как ключ к замку, и сразу аскорбинка проникает в клетку. Это природное. А это у нас аптечная. Как вы думаете, вот такая форма проникнет в клетку? Нет. Она, оказывается, вообще, ну, как бы в извращенной форме там чуть-чуть проникает в некоторых, но где-то есть понятие биодоступности, да? То есть усвояемости. То, что проникает в клетку, оказывается, от 3 до 5%, все остальное превращается в камни в почках. То есть смысл есть покупать витамины в аптеках? Нет. Абсолютно. Но есть смысл потреблять. Но мы столько фруктов, опять же, не сожрем, естественно. И поэтому то, что содержится. И вот смотрите, да, оказывается, все молекулы имеют свой природный изомер. И то, что человечество, вот такие неуклюжие попытки произвести искусственно, оно как бы... И тот кофеин, который содержится вот, в вытяжке зеленого чая, там, бакопа мане, там, бразильский какао, там очень мягко, вот совершенно другая форма изомера кофеина там содержится. Оно, конечно, вызывает у нас тонизацию, повышение давления. Подожди, не надо говорить повышение давления. Сейчас весь повышение давления. Да, повышение давления уверенно может быть. И мы ведь, смотрите, мы сами испортили, к тому времени, пока мы стали потреблять капсулы, да, у нас организм испорчен теми же фармпрепаратами. Поэтому, когда мы назначаем, почему мы с малых доз назначаем, да, все-таки организм должен привыкнуть. У нас организм настолько отвык от естественных природных компонентов, от нормальной еды, от чистой воды. Мы на улицу не выходим, днями сидим дома. Зимой вообще, да, ужас. В Якутии особенно у нас беда с продуктами. У меня друзья с Крыма прилетают, но ничего не кушают. Я не обижаюсь. Но я им сую там жеребячку, там, строганишку. Но на них же далеко не уедешь, правильно? И когда говорят, что якуты питались 3 раза в день мясом и рыбой, никогда такого не было. Якуты жили в проголоде. Для нас, естественно, состояние, для нашей популяции, это голодание. Насчет голодания будет посвящена следующая встреча. Хотя бы раз в неделю нужно голодать. Мы никогда не даем отдохнуть организм от еды. Еда это очень самая большая нагрузка в нашей жизни. Мало того, что мы пихаем, что попало, ну иногда, да, ну сейчас мы же с осознанностью сидим, да, мы же любим себя, что попало, что правильно. Ну сюда пихаем, да? Ну хотя бы раз в неделю имеет право наш бедный желудочно-кишечный тракт отдохнуть. Может, имеет же право. При определенной любви к себе, мне кажется, надо хотя бы раз в неделю дать. Я не говорю сухое голодание. Тут Марфа Сергеевна там что-то с этим сухим голоданием. Это не надо. Я говорю на воде. 24 часа делайте интервал раз в неделю. Это не так сложно на самом деле. Она нас слушает. Марта Сергеевна, привет, ей можешь передать. Ой, Марфа Сергеевна. А я знал, что ты слушаешь, поэтому и сказал, да. Вот. Марфа Сергеевна правильно говорит насчет голодания, да, но она может заниматься сухим голоданием, она продвинутая, вы с нее пример пока не берите, да, но мы с нее возьмем попозже. Но вначале голодание на воде обязательно, очень легко почувствуете, просто почувствуете. Это надо насадиться. Голодание тоже нужно правильно? Нет, голодание на воде, я считаю, особо по бутылке не надо.
в обморок не упадете. Качественная вода. Воду можно, в принципе, лимончик добавить. Яблочный уксус добавить, вот с утра, который я инсайд добавил, да, и с ложечкой меда с утра, и все, весь день на воде можешь. Нет, я это при умеренном потреблении. Если человек много ест, конечно, там вход в голодание должен быть определенный постепенно. За 2 дня исключить мясное, за день рыбное, побольше там клетчатки, зелени, овощей. Сейчас это возможно пока. В это время, я говорю, нужно научиться. Зимой будет труднее входить в голодание. Зимой, потому что у нас живых продуктов нет. Поэтому для якутян особенно актуальна, конечно. Наша продукция особенно актуальна. Просто для выживания. Это не то, что можно или не можно, да? Это просто необходимо. У нас нормальных продуктов нет. То, что нам везут, овощи, фрукты, это везут самые дешевые, самые бросовые, которые долго сохраняются, вы обрабатываете химикатами, консервантами, их там чисти, не чисти, внутри все. Я вот недавно в Фейсбуке видел, да, в Инстаграме, измерил нитраты. Да. А сколько мы, это вот, я как-то вначале расстроился, а потом думаю, я расстроился, там много дыни, арбузов не жру. А сколько мы сожрали до этого, да, вслепую? Это же ужас. Ну как ты выживешь, да? Поэтому нужно вот людям доносить по поводу того, что это у нас это вопрос выживания. И естественно, если нам зеленые капсулы утренние дают энергию, энергия необходима для того, чтобы нам менять свои пищевые привычки. Обычно пища нам дает энергию, да? Почему мы кушаем? Мы кушаем для того, чтобы выжить. Как там было-то? Живем, чтобы кушать или кушаем, чтобы жить, да? Кушаем, чтобы жить на самом деле, и для того, чтобы получить энергию, да? Но, к сожалению, ценности энергетической в пище очень мало, которую мы кушаем, да? Причем новые подходы, новые, хорошо забытые старые. У нас была Елена Шаталова, она была главным диетологом нашей олимпийской команды в советское время, и она внедрила доктрину о видовом питании. Кому интересно, почитайте. Что еда, кроме того, что она должна быть сбалансирована, якобы сбалансирована, но это тоже вопрос спорный, да? Белки, жиры, углеводы, же нам говорят, да, в описании медицины, в реанимации больных кормят только белки, жиры, углеводы. Но там люди находятся в критическом состоянии. Там как бы не до жира, да? Ну, побольше жира, кого-то. А когда мы здоровы, когда мы относительно хорошо себя чувствуем, да, еда не должна быть только содержать достаточное количество витаминов, жиров, белков, углеводов, минералов, микроэлементов. Она должна быть еще живой. Оказывается, живая составляющая имеет на первом месте стоит. Что такое живой продукт? Это только что с ветки сорванные, по идее, да? Овощи, фрукты, ягоды, особенно ягоды, плоды. И желательно, чтобы они выросли там, где мы живем и где мы родились. Это идеальное живое питание. Поэтому, когда период идет вот такой, да, когда у нас много овощей и фруктов здесь на месте, максимально надо этим пользоваться. Ну, сейчас уже мало времени. Но еще есть. Август, сентябрь. Поэтому максимально кушайте овощи, фрукты. Мясо и рыбу подождут. Они нас ждут зимой. Ну, осенью, зимой ждут. Поэтому, ну вот, примерно то, что хотел сказать. И что еще? Ну, энергия. Энергия нужна для осознанного подхода. Потому что, чтобы поменять привычку пищевые, да, вот мы говорим, как кушать мало, да? Методом насилия это не получится. Нужно максимально стремиться находить такие методы, чтобы это естественно. Ну, чтобы у нас естественным путем отваливались вредные привычки, тоже курение, и тот же алкоголь. Тоже те же эти вредные, да, они сами собой отпадают, когда у нас все восстанавливается. Нормальный обмен веществ, микроэлементы, витаминов хватает. Организм очистый. Чистый. Мы думаем, что в жопу воткнули клизму, похахали один раз, и нас все-таки кишечник, что ли? Нет. Если вы посмотрите под микроскопом на стенку нашего кишечника, он настолько забетонирован. То, что мы из просвета говнешку убрали, да, не говорит о том, что кишечник чистый. Там микрофлора, во-первых, патологическая, потому что это бесконтрольное годами применение антибиотиков вызывает полную гибель нашей микрофлоры в кишечнике толстом. А это же гарантия нормального иммунитета. А иммунитет у нас восстанавливается очень медленно.
от 3 до 6 месяцев, это в лучшем случае. Потому что иммунитет самая древняя система. Она тоже не успела ее в себе. Поэтому